769-й километр трассы Чебоксары-Сыктывкар. Воскресенье, вечер. 6-километровая пробка, говорят, к вечеру она уже приближалась к Лозовому. Это вовсе не то, что ожидаешь, возвращаясь домой по трассе. Да, ремонтные работы здесь начались не вчера, вроде как работают светофоры, и в этом месте двухполосная трасса сужается до бутылочного горлышка. Но что-то подсказывает, все могло быть намного цивилизованней, если бы подрядчик думал не только о контракте, но и о людях, потому как пропускная способность участка явно не рассчитана на всех жителей Сыктывкара. А стоять в пробках по часу с лишним – то еще удовольствие. Понятно, что нервы железные не у всех. Соблазн обогнать стоящие машины, нарушая правила, у многих был естественной реакцией. В будни проблем там никаких не возникает, скажем так, стихийных пробок. Но вот как действительно сейчас время показало, на этих выходных, на тех тоже мы обратили внимание, люди тоже жаловались в том, что в часы пик, люди едут с дач, и в этот период там возникает, будем так говорить, пробка. Сейчас мы будем с подрядчиком решать вопрос, чтобы на период выходных перенастраивали работу светофора так, чтобы интервал времени, промежуток в часы пик был настроен, чтобы со стороны Кирова зеленый сигнал светофора горел дольше, нежели в обратном направлении. Контрактом сроки капитального ремонта водопроводной трубы ограничены 30 октября. Наши дорожники, учитывая, что это федеральный подрядчик, ситуацию не комментируют. На месте в выходные дни, как мы видим, работает экипаж ДПС, но регулировать движение вручную, постоянно, инспекторам, конечно же, не с руки. Въезжающих в столицу Коми автомобилей гораздо больше, чем выезжающих, поэтому перенастройка фаз в светофорах вроде бы ситуацию разрешит, если найдут мастера. Максим Васильев, телеканал «Юрган».